в середине VIII века, раньше считали, у нас на Средней Волге, на наших землях, это территория Татарстана, Ульяновской области и Самарской области, появляются булгары. Ихние памятники известны у нас. Большой могильник Большетарханский, Тетюшский район, Тетюшский могильник и другие. Там есть еще другие могильники. Вот. Могильники, язычники, язычные могильники, то есть с языческим погребальным обрядом, но среди них встречается и погребение, совершенное по мусульманскому погребальному обряду, без вещей, головой на юго-запад, на сторону Кыблы. Вот. Есть много публикаций с описанием вот этого погребального обряда. Но в последние годы украинские археологи нашли на Северском Донце могильники более раннего времени. VII век, 630-е годы, вот как раз время смерти Мухаммеда. В это время возникает первое государство волжских булгар. Государство называется условно Великая Болгария. Так принято в науке. Великая Болгария Кубрат-хана. Государство кочевое, очень недолгое время просуществовало. Сохранились только могильники. Практически нет поселений, потому что они в основном вели кочевой образ жизни. Но столица была Фанагория, бывшая Фанагория и античное государство. Вот. Там лежал город в развалинах уже после хунских нашествий. Они восстановили город и там сделали свою столицу. Там есть вещи, связанные с болгарами вот, VII века. 630-е годы и 660-е годы – вот время существования этого государства. И считается государством. 30 лет, пусть 40 будет. Потом государство распалось. Одна часть ушла на Среднюю Волгу, другая часть на Дунай, Великая Болгария. Вот украинские археологи, изучая могильники Великой Болгарии, нашли погребение, совершенное по мусульманскому погребальному обряду. Это практически время возникновения, что ли, ислама. То есть я хочу сказать, как быстро распространилась вот эта исламская идея, исламская идеология. А? 630-е, да, где-то середина VII века. Середина VII века. Вот. То есть получается, а ихние, мы считали вот этих булгар, которые появились после распада хазарского каганата, VII век, хотя не после распада, а после завоевания, 737 год, первыми булгарами на нашей земле. А тут еще, оказывается, это в 80-х годах, только в 90-х годах открыли самарские археологи вот этих булгар, самих ранних булгар. И среди них опять есть у нас уже, среди первых булгар, мусульманское погребение. Их мало, в основном они язычники, но мусульманское погребение есть. Таким образом, получается, что часть, еще не полностью, наших предков булгар уже тогда
VII-VIII веках придерживались или приняли ислам, что ли. Вот, во всяком случае, были знакомы уже с исламом. Там некоторые ученые говорят, что Хазария приняла ислам, или хазарский каган, но ислам был распространен только среди верхних слоях. Каган, его окружение, они действительно принимали ислам. Вот. Но есть некоторые факты, говорящие, эти мусульманские погребения. Кстати, в прошлом или позапрошлом году Кравченко у нас защитил диссертацию не по этой теме, а о первых болгарах на территории Украины, получается. Вот. По его данным, он исследовал мусульманские погребения, опубликовал их. Больше 10 могильников уже известно. Больше 10 могильников именно этого времени, хазарского каганата. То есть 8 век получается, да? 737, 8 век. Потом в 9 веке очень условные даты, точных дат нет. Где в 9 веке Булан, Каган Булан. Кстати, имен каганов практически мы тоже не знаем, чем они занимались. Но известно, что Булан принимает вместо ислама новую религию – иудаизм. Вот хазарский каганат, кстати, очень активно изучается раньше, в любом случае, в советское время, 90-е годы, благодаря помощи, финансовой помощи евреев. Да, потому что они ищут своих предков, так сказать. Им очень хочется, чтобы хазары оказались евреями, но пока, к сожалению, нет никаких данных, нет следов в погребальном обряде этих хазар и болгар. Вот Булан принял ислам, то есть иудаизм, да, и поднялись болгары. Восстание устроили. Восстание. Часть ушла, уже вторая волна переселения на Среднюю Волгу. Это вторая волна переселения. Первая волна при Кубрате, после распада государства. Это 8 век. Теперь более позднее время. Сейчас уже мы все говорим единогласно, что 922 год – это просто официальное принятие мусульманской религии. Потому что, как мы видим, ислам был распространен еще раньше. Даже этот рубеж 9-10 веков считается временем основания болгарского государства. Первый хан, скорее всего, Алмуш. Может быть, и его отец. Образование государства раньше не единовременный акт. При Шилки, отце Алмуша, тоже складывалось, скорее всего, государство. Значит, письменные источники. Аль-Идриси, он персидский географ, историк, написал книгу свою. Время написания считается 903-912 годы. 903-912 годы. То есть до 922 года, до официального принятия ислама. Он пишет, у булгар есть селения, а в них мечети. При мечетях медресе, начальной школы, он переводит,
переведено это слово на русский язык, начальная школа с муэдзинами и имамами, с имамами и муэдзинами. То есть, раз он начал писать в 1903 году, ну, скорее всего, его данные, сведения относятся к еще более раннему времени селения и мечетей в этих селениях. То есть в IX веке. О IX веке пишет, скорее всего, Ал-Идриси. Этот факт подтверждается еще одним другим фактом, уже нумизматического характера. Алмыш начал чеканить монеты. Нумизматы определили время чеканки этих монет. 902-908 годы. Опять до принятия ислама. А Алмыш, мы привыкли, все время говорим, первый хан Алмыш, Алмыш, Алмыш. Но его официальное имя, мусульманское имя Джафар ибн Абдаллах. По-татарски будет Джафар Габдулла улы. Джафар, сын Габдуллы. Джафар ибн Абдаллах. Вот видите, эти монеты, раньше их было мало, и самая ранняя монета, это была обнаружена, кстати, не у нас, а при раскопках Великого Новгорода. Где-то в 1955 году, по-моему, в составе монет сасанидских из Средней Азии привезенных монет, вот оказались две монеты, по-моему, там было. Половинные монеты. И то Светлана Александровна Янина, нумизмат Государственного исторического музея, прочитала, анализировала и пришла вот к такому выводу. Значит, мусульманство или ислам был распространен уже до официального принятия. Теперь Алмуш Джафар, мы знаем, в 921 году обращается к багдадскому халифу, приехать сюда, отправить посольство в Волжскую Болгарию, чтобы узнали, вот на севере существует мусульманское государство, чтобы это государство призналось во всем мире, мусульманском мире. Вот. Но у него были и свои интересы, поскольку там болгары всегда все время общались с Востоком, Средней Азией, Передней Азией, Ближним Востоком, так сказать, торговцы. Вот. Ведь в это время Волжская Болгария находилась в зависимости от хазарского каганата. Хазарский каганат продолжал существовать. Вот. И поэтому городов еще не было, крепостей не было. Он просит знающих людей, во-первых, знающих толк в исламе. Ислам принят, но не совсем правильно читать молитвы, это самое, азан и другие моменты есть. Вот знающих людей он просит прислать. И плюс еще, конечно, в первую очередь, строителей, которые бы, он говорит, построили мне крепость, чтобы бороться с моими врагами. Он имел в виду, в первую очередь, конечно, хазарский каганат. Хазарский каганат. Вот, действительно, посольство прибыло в 922 году. В мае, какого мая? 19-го, по-моему. Кто помнит? Да. Вот. Ислам приняли торжественно, так сказать, официально. Но Ибн Фатлан пишет, ваш мулла или муэдзин неправильно провозглашает азан.
То есть мечети уже были в это время. Потом, после вот этих торжеств, так сказать, члены делегации, посольства начинают отдыхать, знакомиться с местностью, природой, ходят на Волгу, потому что мы считаем, что это принятие ислама произошло в современном Болгаре, а тогда Болгар находился в 6 километрах, 1 форсах от Волги. Вот на Волге он видел и подробнейшим образом описывал, Ибн Фатлан видел похороны Руса. Похороны Руса. Рус – это варяг, скандинавы. И потом он был на земле Баранжар, 5000 душ. У них, говорит, деревянная мечеть. И описывает, включает фрагмент о том, что он все-таки одну семью склонил к исламу. Остальные уже, я говорю, мечеть у них есть, были мусульманами. Таким образом, я хочу сказать, 922 год – это очень условная дата. Мусульмане, болгары были и раньше. Но все равно это очень знаменательная дата, потому что после этого уже совершенно другое отношение к булгарам. Их раньше любили. Но, в общем-то, принято считать, это действительно так. Скорее всего, булгары в основном приняли ислам благодаря вот этим очень активным торговым связям с Средней Азией. В Средней Азии, как я сказал, уже в VIII веке ислам был принят. А у нас уже X век. Вот. Есть письменные источники об этом, то есть о связи говорящие и археологические источники. Вот. Потом, вот сейчас археология. Как это подтверждается археологически? На примере Беляра говорю, болгар очень хорошо изучен. Плохо там с более ранним периодом. Болгар все-таки памятник золотоордынского времени. Все архитектурные сооружения Болгара и практически вся территория, около 400 гектаров, 380 гектаров валой, один ряд, по-моему, там один ряд укреплений. Они все 14 века или конца 13 века. А вот более ранний слой сейчас почему-то говорят, вот Болгар – столица. Ведь в свое время, когда мы начали копать вот этот памятник, Альфред Хасанович в первую очередь, конечно, возник спор, какой город служил столицей, первой столицей. Все говорят Болгар, потому что есть письменные источники. Ал-Балхи, 920-930 годы. Он пишет «Болгар – имя страны». И имя, так переведено, название города, в котором живут мусульмане. Там соборная мечеть, число жителей города 10 тысяч человек. 10 тысяч. Недалеко от города Болгара лежит другой город Сувар. Там тоже соборная мечеть и такое же количество жителей. А вот его сведения насчет 10 тысяч человек совершенно не соответствуют археологическим источникам. Потому что
я говорил, в XIV веке, золотоордынское время расцвета Болгара, территория его около 400 гектаров, а в ранний период, в X веке, XI веке, первой половине XII века, когда якобы столица находилась в Болгаре, его территория в пределах укреплений 9 гектаров, с пригородами 12 гектаров. Потом, ближе к XIII веку, территория расширяется, ну, около 25 гектаров. 25. Вот Беляр. Территория Беляра в пределах укреплений 620 гектаров, там 9, у нас 620. Потом за пределами укреплений пригород около 200 гектаров по всему периметру, в общем. Таким образом, площадь Беляра 800 гектаров получается. 800 гектаров. Домонгольский Беляр, я не скажу, плохо изучен, плохо опубликован материал даже. Вот там копают 85 лет. Практически, да? У нас начали копать в 1968 году, в 1967 году, но там разведкой только в 1968 году, там в 1938 году, 30 лет спустя, после Болгара, начали копать. Раскопки практически прекратились на 90-е годы. Я бросил Беляр, вынужден был работать в Кремле. После уже разруха в стране, финансирование отсутствует полностью. Очень маленькие были раскопки. Ну, для примера. Каждый год, вот после 68 года и до 90-х годов, мы вскрывали площадь 1000 квадратных метров. 1000. Потом после Кремля я поехал туда, заложили раскоп 280 квадратных метров, копали 5 лет, раскоп еще не завершен, мы засыпали, потому что денег нет. Раньше ведь бюджет, у нас никаких проблем не было с финансовой, а теперь говорят, найдите сами деньги. Вот такое дело. Я хочу еще раз обратить внимание вот на что. В Болгарах практически за 85 лет изучено 9 жилищ. Простых жилищ. Вот. Каменных кирпичных зданий нет совсем. Мечетей нет. То есть признаков того, что Болгар есть столица, отсутствует. У нас, во-первых, мечеть. Во-первых, обратите внимание, планировка Беляра повторяет планировку Багдада. Багдадское посольство, я сказал, после торжеств вот этот отряд и Ибн Фатлан, то же самое, секретарь посольства, отправляется на восток, останавливается на реке Джаушир. Все географы отождествляют Джаушир с Малым Черемшаном. Значит, там останавливается. Ибн Фатлан пишет, и мы там оставались 2 месяца. И все. К сожалению, что там было, не полностью сохранились его записки. К сожалению, на самом интересном месте. Ну, мы уже фантазируем, опираемся на источники археологические. Говорим, вот, пожалуйста, сравните планировку Багдада и планировку Беляра. Багдад состоит из 2 частей. Внутренний город, правда, там практически
Крулы, внутренний город, и внешний город. У нас то же самое. То же самое. Вот. Вот здесь основные наши раскопки. Следующее, если можно, это вот картина Ферината Халикова. Ну, он так представляет Беляр. Действительно, вот внутренний город, вот внешний город. Беляр строится, называется. Дальше гора Балынгус, дальше в лесу Святой Ключ. Святой Ключ. Дальше, что там у нас еще? Это не то. Угу. Нет. Это третий рисунок. Вот. Вот это остатки мечети Беляре. Археологическая датировка, апробированная, то есть доказанная, никто не возражает, X век. X век. Состоит из двух частей. Вот эта деревянная часть, скорее всего, построена в IX веке еще. Скорее всего. Мы думали, это вот ранняя часть мечети, потом где-то к середине, к концу X века пристроили вот эту каменную часть. Сейчас у нас другая точка зрения. Багдадские мастера строить деревянную мечеть не будут. У них нет навыка. Там нет дерева. Там или камень, или кирпич, в первую очередь, из кирпича они строили в основном. Вот. Мечеть, то есть минарет, отдельно стоящий минарет, это признак X века. Молельный зал с колоннами. Молельный зал с колоннами. В этой части могильник знати. Могильник, почему знать? Потому что некоторые погребения парные, муж, жена и в кирпичном склепе. В центре города и в склепах мавзолеев, конечно, простых людей хоронить не будут. Но, к сожалению, у нас до сих пор... Вот мы сейчас начинаем каждый год, ищем, где может быть ханский дворец. Найдем Алла-Берса. Вот. И чем еще доказывается, что в строительстве вот этой мечети и вообще города, в заложении города приняли участие багдадские мастера. Я помню, это очень эпизод, очень интересный для меня. В 1972 году я закончил институт. Альфред Хасанович, начальник экспедиции, профессор, вы меня хорошо знаете, естественно, я потому что каждый год ездил в экспедиции. Ну, мне хотелось похвастаться, вот диплом, вот, поехал туда, он говорит, вот, ты уже дипломированный специалист, вот тебе раскоп. Раскоп. Где-то, вот в этом районе я начал копать. Потом я понял, потому что Альфред Хасанович знал уже, видимо, чувствовал, что там перекопы сплошные. Искали, ну, золото, будем говорить, да, местное население. Потому что ведь 1/3 территории Беляра, Белярского городища, заняты современным селом. Вот эти сельчаны, так сказать, они занимались кладоискательством. Вот. Видимо, здесь то же самое. Но, когда я дошел практически до материка, то есть до самого нижнего слоя, передо мной открылась такая картина. Пятна глинистые, глина. Что это такое? Потом только мы поняли, это жилище. Плюс еще в жилищах тандыр. Откуда тандыр? Тандыр у нас, во-первых, нет у нас глинобитных домов. Это признак Востока.
Тандыр, опять-таки, признак Востока. Плюс еще, по-моему, 2 монеты мы нашли, сасанинские монеты X века. Полная монета и обломок. X век, датировка. Вот. Ну, скорее всего, я догадался, здесь жили мастера, которые приехали из Багдада, багдадские мастера. И они строили вот эту мечеть. Вот. Таким образом, ну, можно сказать, что археологически доказан, во-первых, время строительства мечети, время заложения даже города, похожего по планировке к Багдаду. Значит, скорее всего, это столица. Но сейчас я тоже причастен к дискуссии о столице Волжской Булгарии до монгольского периода. И тогда писал, Беляр столица, а сейчас я думаю несколько иначе. Потому что я уже сравниваю, вот этот вопрос изучал довольно глубоко и русские источники, русскую археологию городскую и западноевропейскую. Знаете, тогда вот понятие столица еще не совсем складывалось, так сказать, столиц было много. Возьмите государство франков, вот, Карл Великий, Кёльн, Париж, Лион, умер в Аахене, все они столицы. Где хан, где царь, где король, там и столица. Русские археологи, историки тоже так думают. Старая Ладога, первая столица, Новгород, не совсем Новгород, а Рюриково городище рядом с Новгородом. Вот. Потом Киев. Вот видите, они практически одновременно были столицами. Вот. А у нас Ибн Фатлан пишет, торговые караваны, которые приходят по Волге, Алмыш сам встречает лично, сама лично. То бишь, получается, Алмуш – Болгаре, если так будем считать. Болгаре. Болгар действительно торговый центр в X веке. Торговый центр. Но у меня возникло сомнение, потому что в 45 километрах, 40-45 километрах от Болгара на Каме хорошо изучено Измерское, Эжмер по-татарски, Измерское поселение. К сожалению, там раскопок практически не было, потому что это поселение изучается только период спада воды. Оно уже полностью разрушено под водами Куйбышевского водохранилища. Когда вода спадает, вот, ближе к осени или ранней весной, там Евгений Петрович Казаков работал, собирал материалы. Знаете, мы все время говорим, вот Болгар – это не только столица, но и торговый пункт. Но ведь 2 монеты чеканки Болгары были обнаружены буквально недавно, ну, где-то 5 лет назад, может быть, больше, когда вот там работала экспедиция, мы говорим, Шаймиева, это по проекту Возрождения. Вот тогда нашли. Вот. А так монет X века там мало. А вот в Измире около 200 монет, представьте себе. Около 200 монет. И не только восточных, но и западных. Вот. Плюс еще в Болгаре, я имею в виду только домонгольское время, очень мало предметов или торгового инвентаря. Обломки весов, допустим, чашечки от весов, гирьки, там мало. А в Измире около 400 гирек. Это торговый город.
Там и ремесло развивалось в Измирях. А площадь Измири 62 гектара. Болгар 9 гектаров. Тут 62. Значит, и Евгений Петрович не очень обращает на это внимание. Я постоянно говорю, значит, а может быть, и ислам там приняли? Бог знает. Ведь нигде город Болгар Ибн Фатлан не упоминает. Совсем. Поэтому это очень условно, мы говорим, что Болгар. Потом, допустим, Беляр много раз упоминается в письменных источниках, в русских летописях. Домонгольский Болгар ни разу. Домонгольский Болгар и Сувар русские летописцы не знают. Не знают. Болгар начинает упоминаться только в золотоордынское время, уже после, период монгольского владычества. Вот. Тут много таких вот деталей. Много деталей. Мы смотрим, город большой, архитектурные сооружения, город в списке мирового наследия ЮНЕСКО, да? В списке памятников мирового наследия. И, естественно, туда едут, потому что сохранились вот эти памятники. Город большой. И все думают, что и до монгольское время таким же большим был городом Болгар. Такие же архитектурные сооружения. Но простому народу откуда знать это? Вот. А экскурсанты постоянно говорят, город Болгар – это столица, туда-сюда. Вот таким образом получается. Дальше пошли. В общем, вы поняли, какой город Беляр. Вот это уже Алабуга. Алабуга. Вот эта часть башни чертова городище, чертов город. Эта башня уже давно была известна. И она датирована, 12 век. 12 век. Альфред Хасанович в 1993 году начал копать вот эти места и вскрыл руины мечети. Это мечеть. Мечеть одновременно, видимо, служила или наблюдательной башней, или крепостью даже. Она небольшая, будем называть мечеть, во всяком случае. У меня есть некоторые сомнения, потому что не совсем понятно, вот зачем так много вот башен. Обычно же башни на расстоянии полета стрелы делают, да, и с этой стороны, и с этой стороны. Вот. А здесь, вот, черт поймет, но это в таком виде вот сохранилось. Будем принимать, вот это башня. Дальше пошли. Это уже к вопросу о том, какие последствия имело принятие ислама в Волжской Болгарии. Ислам – это монотеистическая религия, не язычество. Все-таки религия более высокого порядка. Высокого порядка, как и христианство, как и иудаизм. Вот такие религии принимаются непросто. Народ, который не достиг еще определенного уровня развития, они остаются язычниками, примитивными. Вот. Далеко ходить не надо. Наши соседи чуваши, марийцы, удмурты, мордва, они, можно сказать, и сейчас язычники. Они не очень, во всяком случае, очень обрадовались перестройке и начали восстановить свои керемети в лесу. Да. А у нас, видимо, раз государство тоже не на пустом месте возникает, требуется уровень развития.
уровень развития. И поэтому вот это принятие такой, ну, будем говорить условно, высокой религии имело последствия. Во-первых, возникновение первых городов – это результат принятия ислама. Возникновение в этих городах кирпичной, каменной архитектуры – это тоже результат принятия ислама. У русских такие же последствия после принятия православия. Тоже появились сооружения, храмы, церкви, монастыри такой каменной кирпичной архитектуры до принятия Владимиром православия у них тоже не было. Не было и письменности. Письменность. Здесь то же самое. У нас письменность была с 7-8 веков. Руника. Руническая письменность. Обычно говорили, вот вместо руники появилась у нас арабская графика, которая служила нам более 1000 лет. До 1927 года арабская графика была заменена латиницей в это время, вот, в 1927 году прошлого столетия. Вот. Но руника, кстати, как показывают материалы Беляра, на моем раскопе была обнаружена ручка сосуда. Сосуд XII века, без никаких сомнений, а на ручке руника. Там целое предложение даже. Но никто переводить не может. Даже известный во всем мире у нас такой крупнейший специалист Сергей Григорьевич Кляшторный, и то не смог перевести. Там они знают язык рунических надписей. Вот, Архон, Енисей, Монголии. Вот. А у нас те же знаки, но другое содержание, что ли. Ну, не могут расшифровать пока. Разные были варианты расшифровки, но пока нет. Вот. Таким образом, город, архитектура, письменность. Письменность, ну, естественно, идеология совершенно другая. Раз письменность, это уже подразумевает знающих людей. Появилась интеллигенция. Служители мечетей, ученые. В XI веке даже Якуб ибн Нухман написал «Историю Булгар». Представьте себе, «История Булгар». Эта книга не сохранилась, но об этом пишет арабский путешественник Алгарнати. Он приехал сюда из Испании современной, Андалусии. Он читал эту книгу, а там есть отрывок, как приняли ислам булгары. Вот этот отрывок из этой книги он приводит в своей книге, сохранившейся книге Алгарнати. Это XII век. Он дважды побывал, подолгу жил. 2 месяца, 3 месяца у нас в Волжской Булгарии. 1130-е годы, 1150-е годы он был у нас. Вот. Видите, ну это совершенно уровень, конечно, мировое государство, так сказать. Вот результат принятия ислама.